Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои. Если вы посмотрите на эту карту боевых действий, то примерно станет понятна ситуация, которая разворачивается вокруг города Красный Лиман. И мы видим, что союзные силы отошли к поселку Кременная. На фоне исторических событий, которые проходят сейчас в Москве, касательно уже полного утверждения новых территорий в составе Российской Федерации, натовские войска стараются сделать все для того, чтобы продолжить атаку. Данная ситуация на фронте, это, конечно, в первую очередь связано и с просчетами командования, военного руководства, а также с реально планированием спецопераций, потому что, как известно, изначально ее планировали сделать максимально бескровной, но тогда, когда уже уровень конфликта повышался настолько, что уже перерос в полноценную такую войну между западными странами и Российской Федерацией, то тогда ставка на то, что можно привлечь было контрактников и различные ЧВК, чтобы решить вопросы на поле боя, мы видим, что эта стратегия, она не удалась, и сейчас уже идет полноценная мобилизация. Нужно признать, что западные страны сумели мобилизировать достаточно большое количество бойцов и кинуть их в бой. И с учетом преимущества в спутниковой разведке, то мы видим, что удары наносятся именно по тем местам, там, где меньше всего войск, и которые меньше всего защищены. С учетом того, как развиваются события на поле боевых действий, с учетом, опять же, стратегии Генштаба, которую мы сейчас наблюдаем, то, скорее всего, союзные силы будут медленно отходить с занимаемых позиций в течение 2-3 недель, нанося, конечно, при отступлении максимальный урон противнику. Скорее всего, цель такой стратегии — это максимально измотать противника перед основным ударом, который готовится через месяц-два, когда начнутся холода. Также стоит добавить, что Российская Федерация не мыслит категориями медийной какой-то сиюминутной победы, а все-таки больше планирует операцию в стратегической перспективе, и с учетом того, каким образом отреагировал Запад на вот такую конфронтацию на территории Украины, мы, скорее всего, будем видеть в ближайшее время развитие очень серьезной наступательной операции, потому что объективно видно, что ни на каком участке фронта большие резервы Российская Федерация не применяет. Также на Херсонском направлении вооруженные силы Зеленского предприняли атаку в направлении города Береслав, и им удалось занять несколько поселков в том регионе. На этой карте примерно видно, какая сейчас там ситуация. И несмотря на тактические успехи, мы видим, что с фронта сейчас просто потоком льются вот такие фотографии, которые подтверждают уничтожение различной техники натовской в больших количествах. Тут и голландские бронетранспортеры, тут и турецкие бронемашины, тут и, конечно, остатки польских БМП и так далее. Друзья, с учетом того, что много информации сейчас приходит с линии фронта, то все это на YouTube я публиковать не могу, потому что здесь есть масса ограничений. А вот в Телеграме этих ограничений нет. Поэтому все самое интересное я публикую у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также для того, чтобы вы точно подписались туда, куда надо, вот как выглядит мой телеграм-канал. Потому что сейчас в интернете делают много клонов. Но тем временем в сети появляется все больше видео, как со всей России в направлении Крыма и в направлении украинской границы движутся очень большие колонны различной военной техники, танки, БТРы, гаубицы и прочее. Также на фронте уже замечены вот такие вот боевые модули спицы, которые устанавливают на различные шасси, и условно сейчас военно-промышленный комплекс Российской Федерации делает все для того, чтобы увеличить производство всех вот этих комплексов, которые сейчас на поле боя очень востребованы союзными войсками. Но тем временем натовские страны также, понимая, что сейчас очень сумасшедшими темпами сокращается количество военной техники в вооруженных силах Зеленского, продолжают поставки из своих складов, из своих армий, то есть по сути снимая с вооружения у армий НАТО и поставляют их уже на территорию Украины, наклеивают туда наклейку типа украинского флага, сажают туда либо украинские экипажи, либо заграничных наемников и пускают в бой. На этих фотографиях чешские Т-72, которые модернизированы и которые сняты с вооружения у чешской армии и переданы натовским войскам в Украину. Данный процесс касается не только танков и бронетранспортеров, а и, конечно же, и вертолетов, и самолетов. И вот на этих кадрах можно заметить очередной сбитый натовский вертолет.
С учетом того, что в военно-воздушных силах Украины практически не осталось опытных пилотов, мы видим, что вот такие вертолеты сажают польских, чешских, румынских и прочих пилотов, которые умеют управлять вертолетами советского образца. И тем не менее мы видим, что сейчас эти все пилоты заграничные также несут потери. Также приходят новости из Турции касательно того, что там спустили на воду корпус фрегата, который в Турции строится для украинских военно-морских сил. Парадокс заключается в том, что когда этот фрегат достроят, это примерно, скорее всего, произойдет месяцев через 6, через 12, то банально доехать до Украины этот фрегат не сможет, потому что объективно, чтобы все-таки доехать, нужно преодолеть Черноморский флот Российской Федерации. Как известно, там хватает и подлодок, и различных противокорабельных ракет, которые, в принципе, как только этот фрегат пересечет уже турецкие воды, перейдет в нейтральные, то вот там-то его и потопят. С вероятностью в 99,9% данный фрегат не доедет до Украины до окончания любых боевых действий. И, скорее всего, мы будем наблюдать, что его будут передавать уже только тогда, когда получат разрешение от Черноморского флота Российской Федерации. Ну и здесь стоит отметить, конечно же, очень важный вопрос. Когда все это случится, не факт, что у Украины Зеленского, которая подконтрольна НАТО, останется еще выход к морю. Ведь с учетом того, как развиваются события, мы видим, что скорее всего будет дальнейшая эскалация и скорее всего будет применение уже полноценной российской армии на территории Украины. И, конечно, следующий уже в принципе анонсированный российскими военными шаг, так это, конечно же, будет выход союзных сил к Приднестровью и, конечно, к Одесской области. А это уже будет означать, что у Украины будет полностью отрезан доступ и к Черному, и к Азовскому морю. С учетом того, что данному фрегату, который строится в Турции для украинских ВМС, дали имя гетьмана Мазепы, который, как известно, был предателем, предал и русского царям несколько раз, то, скорее всего, мы будем наблюдать, что этот корабль может через годик, через два тоже предать украинское государство, ну и переметнуться, например, за полцены в турецкий флот или египетский. Случаи, в принципе, такие бывали. А тем временем западные страны продолжают публиковать отчетность о том, сколько российских ракет «Калибр» находятся на боевом дежурстве сейчас в акватории Черного моря. И вся эта информация, конечно, доступна натовским странам благодаря спутниковой разведке, которая в круглосуточном режиме полностью мониторит ситуацию, конечно, особенно на территории базирования Черноморского флота в Севастополе. Параллельно к спутниковой разведке в Черном море круглосуточно дежурят натовские разведывательные самолеты и, конечно, передают данные в режиме реального времени натовским войскам на территорию Украины. Также с учетом данных спутниковой разведки уже западная пресса начинает вовсю разгонять новость о том, что самая современная российская подводная лодка, которая может нести ядерные торпеды «Посейдон» с неограниченным условно радиусом действия, она уже вышла в море и непонятно где находится, с намеком на то, что в принципе, если ситуация выйдет из-под контроля, то данная подводная лодка точно сможет помножить на 0 Соединенные Штаты Америки. Параллельно с этими новостями мы видим, что в Соединенных Штатах Америки уже Bloomberg открыто публикует то, что Украина перешла полностью практически на довольствие американского бюджета. И как минимум $1,5 миллиарда на ежемесячной основе до окончания боевых действий нужно будет платить Украине американским налогоплательщикам. Конечно, у американского народа никто не спрашивал, их просто поставили перед фактом и заставили платить. Но тем не менее, если просто проанализировать этот факт, то здесь можно просто четко обозначить, каким образом Соединенные Штаты Америки используют Украину для ведения прокси-войны со своим стратегическим противником. На этом фоне произошел обмен заключенными между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки, который свидетельствует о том, что с учетом того, что переговоры секретные шли около месяца, все-таки достигли консенсуса и, скорее всего, ряд санкций в отношении Венесуэлы будут сняты. Но самое интересное – это то, каких все-таки заключенных запросили Соединенные Штаты Америки у Венесуэлы, потому что по факту, с учетом того, что этот обмен проходит на самом высоком уровне, то в Венесуэле находились под арестом высокопоставленные шпионы Соединенных Штатов Америки. Давайте почитаем. 5 из 7 освобожденных граждан США – бывшие руководители филиала нефтяной компании Citgo Petroleum. Они находились под стражей в Венесуэле с 2017 года по подозрению в коррупции. Не правда ли
ли забавно, когда Соединенные Штаты Америки, по сути, вытягивают из тюрьмы закостенелых коррупционеров, которые работали, внимание, нефтяной отрасли Венесуэлы. И как показала практика, и вот этот обмен, это оказывается все-таки не простые коррупционеры, а конкретно шпионы Соединенных Штатов Америки, которые выполняли задачи по уничтожению экономики Венесуэлы. И на этом примере можно просто провести параллель с Украиной, потому что, и как известно, в Украине просто засилье было различных американцев на должностях. И с учетом, опять же, опыта Венесуэлы, как практика показывает, то эти все люди это напрямую агентура Соединенных Штатов Америки. Здесь можно вспомнить и Яресько, которая обрушила, по сути, финансовый сектор. Здесь можно вспомнить и пани Супрун, которая уничтожила украинскую медицину, уничтожила 200-300 больниц, а все остальное загнало под банкротство. Здесь можно, конечно, вспомнить и американцев в наблюдательном совете корпорации Украинской Нафтогаз государственной. И все это можно просто сложить в одну цепочку и понять, что на самом-то деле еще с 2015 года Украина находилась реально под оккупацией, потому что американские кадровые, по сути военные, сидели на ключевых должностях в энергетическом секторе, в министерствах украинских. И это не я придумал, это объективная реальность. И когда наша партия устраивала митинги и протесты и требовала от украинской правоохранительной системы все-таки убрать всех вот этих чертей, которые уничтожают украинскую экономику и по сути способствуют геноциду украинского народа, то тогда, конечно, все это разбивалось по сути о бетонную стену, потому что это была агентура, которая целенаправленно, конечно же, погрязла полностью в коррупции, потому что коррупция это получается задание Соединенных Штатов Америки в колониях разводить эту коррупцию. И здесь мы видим, что с этой задачей в Украине американская агентура очень хорошо справилась, потому что коррупция была просто сумасшедшая и при Порошенко, и при Зеленском. Так что можно сказать, что пани Супрун грабила Украину во имя народа Америки. Ну и много других чиновников, которые также имели американское гражданство и были и в Верховной Раде, и в кабинете министров, и в судебной системе и так далее. А тем временем сгущаются тучи над новоявленным премьером Британии Лиз Трасс. Оказывается, все-таки экономический коллапс в Британии, он очень не нравится парламентариям, и они уже решили объявить ей вотум недоверия. Лиз Трасс на посту главы МИДа и на посту уже британского премьера много раз отметилась такой, вы знаете, махровой русофобией. А это, как известно, чуть ли не уже психическое заболевание. И чем больше вот таких больных людей будет на должности, я считаю, тем лучше. Причем в Польше такая же ситуация, там тоже тоталитарные махровые русофобы вот уже выставили претензии Германии на $1 триллион репараций за времена Второй мировой войны. Я считаю, что это хорошо. Чем больше таких в Польше политиков, тем лучше, тем быстрее развалится Евросоюз. А на этом фоне мы видим, что уже гигантский банк швейцарский Credit Suisse уже объявил, что ситуация у него критическая и он может потенциально в ближайшее время даже стать банкротом. Данный процесс прямо свидетельствует о реальном коллапсе в экономике Евросоюза и о том, что со Швейцарией, с Еврозоной и Соединенных Штатов Америки выводят деньги в страны, которые, естественно, более стабильны, такие, например, как Китай. Выводы, друзья, делайте сами, ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас всегда гораздо больше есть информации, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь. До скорого!